больше люблю самые плоды. Ну что за животное? Воскликнула Бетси и ударила Чхиидзе веером по руке. Говорите серьезно. В темноте послышался звук, похожий на поцелуй, и князь сказал приторным голосом, каким всегда восточные человеки говорят комплимент. Самый прекрасный цветок — роза. Она похожа на вас, Бетси. Баронесса опять закинула голову, чтобы видать Саня. А вы, мсье Жорж, отчего же не скажете, какой ваш любимый цветок? Спросила она. Мой цветок. Санин задумался. По лицу его вдруг скользнула какая-то не то грустная, не то нежная тень. По-видимому, он вспомнил что-то очень далекое. «Нарцисс», — ответил он наконец. «Нарцисс? Фи, он такой вульгарный цветок». «Нет, это цветок влюбленных. Знаете, как о нем говорят на Востоке?» И Санин произнес протяжным голосом. «Я шлю тебе нарцисс. По цвету листьев он походит на того, кто до смерти влюблен. В нем аромат, как в деве в час свидания, и бледность юноши в минуту расставания». Это деликатный, наивный, задумчивый цветок. У него такой нежный, еле слышный пряный запах. Он растет на бледно-зеленом хрупком стебле, и сорванный вянет, не доживая до утра. «Ах, боже мой, как чувствительно!» — сказала насмешливо баронесса. «Вероятно, у вас с этим задумчивым цветком связаны какие-нибудь деликатные воспоминания?» «Как же? Есть и воспоминания. Расскажите, пожалуйста, это должно быть забавно». «Да-да, расскажите, мсье Санин», — попросила Бетси. «Это очень интересно». «Да тут, собственно, рассказывать-то нечего», — сказал Санин, подавляя притворную зевоту. «Просто глупые воспоминания молодости. Я был студентом тогда и, конечно, сильно нуждался. Прочел я как-то в газетных объявлениях, что ищут рабье-стребитель. Янь, крошечный уютный городишко на юг России. Помню, что дорогою я все думал, каковы эти люди, с которыми мне придется провести целое лето. Стану ли я к ним в отношения члена семьи, или меня будут третировать как наемника. О том семействе, куда я ехал, я знал только одно, что там есть гимназист приготовительного класса, которого я должен был подготовить к дальнейшему курсу. Мой патрон встретил меня на вокзале. И встретил с таким теплым и простым радушием, что все мои опасения мигом рассеялись. Да и одна его дружность успокоила бы всякого. Он был один из тех людей, про которых Сервантес говорит: толстый, следовательно, добрый человек. Все в нем дышало здоровым юмором и хорошим аппетитом. Его звали Матвеем Кузьмичем. В городе он занимал место уездного врача. Лет ему было за 50, и, пожалуй, сильно за 50. По дороге с вокзала домой Матвей Кузьмич сказал: «Я должен вас, батенька, об одной вещи предупредить». Батенька было его любимое ласкательное обращение. Знаете, чтобы не вышло какой-нибудь эдакой неприятности. Жена у меня немая. Как родила второго ребенка, мертвого, так с тех пор лишилась языка. Но слух у нее остался прекрасный. Так вот я и говорю, батенька, что как-нибудь не этого... Ну, да вы меня сами понимаете. Приехали. Одноэтажный домик, белый, под зеленой крышей,